Дорогие друзья, мы находимся в городе Тхорчал. 4 октября 1949 году я родился в роддоме Тхорчельском и все свое детство провел в этом прекрасном доме, который назывался четырехэтажный дом. Вот сейчас первый раз за много-много лет я фотографируюсь на фоне моего дома, где я провел все свое детство. Во время грузино-абхазской войны хотели грузины разбомбить ГРЭС. И одна бомба попала в этот дом, и вот видите, до сих пор этот дом находится вот в таком состоянии, к сожалению. А моя квартира была, где я жил, где я рос, где мое детство провел, вот второй этаж, крайний балкон. Квартира номер 27. Вот здесь ходил по этой дороге пешком. Поднимался, первая средняя школа наверху. А 4-я школа в Вяке с левой стороны сейчас находится, куда меня не пустили, хотя здесь близко было, но это была русская школа. Поэтому меня отправили наверх. Сейчас покажу школу, куда я пошел в 1 класс. Первая средняя школа города Тхорчал. Было 3 сектора: абхазский, русский, грузинский. Я пошел на абхазский сектор. Вот это вот красивая, прекрасная школа. И вот этот дом Шалуй Вартановича, он по наследству достался мне, потом по наследству достался моему сыну, потом моему внуку. Так что вот мой отец построил, и мы все здесь находимся, наследники, вот этот дом. Мы смотрим, приезжаем очень часто. Вот так вот дом в таком состоянии находится. В связи с вводом вооруженных формирований Госсовета Грузии на территорию республики и возникшей реальной угрозы суверенитету Республики Абхазия, жизни населения, Президиум Верховного Совета Республики Абхазия постановляет: первое. Провести мобилизацию взрослого населения в Абхазии от 18 до 40 лет включительно и направить его в полк внутренних войск. Срез Амри Валерий Сангули Хадо Абхаз Бзиек, Убри Начит, Убри Валерий Аршбей Саре, Хайкшит, Хашид Нагалазги Свалаша Зомаха, Абрия Ацха Абша, Обри Начит Убра, детская больница Хаджа Хагулан, из Бензер, Абанти Пивини Айвазара, Ахцаб Харах Яхка Забджар, Умак Геги Адзан Сангули Автоматиман, Валерий Шалович Шакиман, Сараги, Сергей Агатапанчик Сертит. Убас Хагулан, Убри Начит Пахет, Рабхет Пепешра Хайхаман Убра, Ацха Абша, значит, Заигбор. Хацра Али. А из Цоза Брия машина Валерия Руликан, Сангулия Дактан, Обрия вертолет Вахайра Срымци, да мне Ацхаштехе Холонела Гаммия, я Расымци Гвешрек, сюда машина Руакозензас, Сангулия Шипиак, Швидаха и улаги Далигейт. Дота Балинс однако на дочтейца, и машина Зензас Кузахоп Шиадзимс, культура Хамам Замет. Дорогие братья и сестры, телевидение Адыгеи любезно предоставило мне возможность выступить сегодня перед вами. Я знаю, каждый из вас, каждый житель, будь он адыгеец, будь он другой национальности, с замиранием сердца, по-братски, по-человечески ждет, как же события развиваются в Абхазии, как абхазы вместе с вами отстаивают свободу своей родины. Руководство Верховного Совета Абхазии на сессии ставит вопрос о возвращении Конституции 1925 года. Это значит СССР, Абхазия, и ставит вопрос о том, чтобы сессия 14 августа 1992 года депутаты рассмотрели вопрос о взаимоотношении Абхазии с Грузией. Однако, как всем вам известно,
Грузия вероломно напала на, ну, можно сказать, на маленькую Абхазию. Потому что имперские амбиции руководства Госсовета Грузии преобладали над разумом. И вот эта вся армада, которая была передана, все эти танки, вся авиация, все они пришли в город Сухум. Давай команду, все, вперед! Рома! Все, выехали! Давай, Пщини вивяха пиашукс. Ища арчурас, пщифи вивяхам шиц хирнаюсь, захьякут безапсны яхафер ферит аяйра бираб. Аджамугат في حقني يحاول يخدو حنها аяйра амш, ахипшим рамш. Хаштра аку мапсадгил ахчу ферферхацара. Шардамта захьякут апсны, шардамта аяйра сгазавила. – 26 ноября 1994 года Владислав Ардзинба был избран первым президентом Республики Абхазия. «Свобода Апсны – смысл всей моей жизни». Это слова национального героя Абхазии, первого президента Владислава Григорьевича Ардзинба. И он всецело посвятил себя своей родине, свободе Апсны. Ведь истинный патриот не мог поступить иначе. Иногда кажется, что Владислав Григорьевич был послан самим Всевышним в самый трудный период для спасения Апсны. Историк по образованию, востоковед, он знал истинную правду о нашем государстве. Заседание парламента объявляю открытым. В работе заседания парламента принимает участие президент Республики Абхазия Владислав Григорьевич Ардзинба. Приступим к рассмотрению повестки дня. Какие будут предложения по повестке? Кто против? Воздержался? Повестка дня. Избрание вице-президента Республики Абхазия. Слово по этому. Я думаю, все присутствующие здесь понимают исключительную важность и ответственность назначения вице-президента и в то же время сложность вопроса. Естественно, здесь нужен человек, который мог бы в полной мере и заменять президента, и кроме того выполнять те важные обязанности, которые связаны с президентской властью. Вопрос этот тоже для меня был очень непростым, но вот после долгих поисков я имею возможность обратиться к парламенту с предложением и поставить на ваше голосование вопрос об избрании вице-президента Республики Абхазия. И на ваше усмотрение вношу кандидатуру Аршба Валерия Шаловича. Аршба Валерий Шалович родился 4 октября 1949 года в городе Ткварчал, то есть на
4 года младше меня по возрасту. Да. Нет, это не опасно, это наоборот хорошо. Вот. После окончания школы закончил Мордовский государственный университет. По специальности он инженер-экономист. Это было в 1972 году. Затем работал в городе Ткварчал в организации Ткварчал Доломитстрой в строительном управлении проработал. Затем служил в армии, вот, в Чехословакии, служил в армии. Затем работал в Ткварчал Шахстрое, работал заведующим отделом. Вот. Кроме того, уже с 1977 по 1979 год работал в отделе экономики Абхазского института языка, литературы и истории. Затем с 1979 практически по 1990 год работал в горкоме и областном комитете партии. Ну, это вот присутствующие здесь, наверное, хорошо его по работе тоже здесь знают. Далее с 1991 по 1992 год работал в редакции газеты «Республика Абхазия». После начала войны 1,5 месяца находился на Гумистинском фронте. Вот. В конце сентября был назначен военным комендантом города Новый Афон. Вот. С ноября 1992 года являлся заместителем начальника Гудаутского военного гарнизона. Вот. А с марта 1993 года является полномочным представителем Республики Абхазия в Республике Адыгея. Ну, я как раз хорошо знаю его по работе, вот за период работы его в Республике Адыгея в качестве полномочного представителя. Я думаю, он исключительно много сделал для вот, укрепления братских отношений с республикой, для установления вот, тесных контактов с руководством этой республики. И очень многие вопросы, которые приходилось решать, вот, связанные и с войной, с нашими беженцами, связанные с гуманитарной помощью, связанные вот сейчас просто с поставками соответствующих продуктов, которые необходимы для нашей республики. Он поддержает и избрать его вице-президентом. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Или Нет вопросов. Нет вопросов. На голосование. Спасибо. Может, кто-то хочет выступить, высказаться по кандидатуре? Может, вопросы какие-то к нему есть? Знаем его все, по Адыгее нормально. До Адыгеи знаем. Нет вопросов? Есть одно предложение. Да. Других предложений нет. Тогда кто за то, чтобы избрать вице-президентом Валерия Михайловича, прошу проголосовать. Прошу опустить. Кто против? Задержался? Избирается единогласно. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Уважаемый президент, уважаемый спикер, уважаемый депутат. Мое избрание на высокий государственный пост совпало со сложным историческим моментом становления нашей государственности. Хочу заверить вас, народ Абхазии, что я с осознанной ответственностью воспринимаю ваше доверие и приложу силы, знания, опыт и энергию, а если потребуется и саму жизнь для осуществления возложенных на меня обязанностей. По моему глубокому убеждению, сегодня народ Абхазии должен осознать простую истину, что только он сам может построить экономический фундамент нашего государства, создавая материальные блага для укрепления его могущества. Государство же, в свою очередь, обязано защитить труженика, всех граждан от, скажем прямо, внутренних врагов, посредством приведения в действие законов и ужесточения их исполнения через всю систему правоохранительных органов. От внешних врагов укреплением вооруженных сил страны, созданием, по сути, регулярной армии на государственной основе. Все это во имя мира. Такова моя позиция вкратце, но, как мне представляется, являющаяся основополагающим направлением государственного строительства. Что касается лично меня,
пределах моей компетенции я постараюсь во имя общего дела найти взаимопонимание с руководителями всех рангов, с которыми придется работать. Но в то же время со всей ответственностью заявляю сегодня. Хочу заявить вам, что спокойной жизни не дам ни себе, ни тем, кто постарается отсиживаться в чиновничьих креслах. Благодарю всех за доверие. Спасибо. Аршба Валерий Шалович. Сегодня давайте поздравим. Да. Павел Хаджанович Арзанбов, вы знаете, Совет старейшин возглавляет Республики Абхазия. Они сегодня решили посетить нас, приехать в район и поприсутствовать на нашем совещании. Депутатский корпус должен находиться в селах. Должны они быть в селах, должны они быть в районах, должны они быть в городах. Они обязаны быть со своими людьми, со своими избирателями, прийти в эти же села, посидеть с людьми, спросить, что там у вас, что не хватает, помогать надо. И те же самые наши интеллигенции, те же самые писатели, те же самые ученые, обязанности. Вот кабинет министров. Сегодня новый кабинет. Они обязаны помочь главам администрации. Главы администрации, в свою очередь, должны помочь главам сел. Что надо исходить сегодня только из обязанностей. Больше у нас других критерий работы по отношению к самим себе, у нас других критерий нет. Дорогие творчалцы, позвольте мне зачитать приветственный адрес от президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Арзанбова. Дорогие граждане города Творчал, от имени народа и руководства Республики Абхазия сердечно поздравляю вас с 55-летием вашего города. Несмотря на то, что это относительно небольшой возраст, Творчал имеет глубокие традиции и успел вписать немало славных страниц в историю нашей республики. Граждане города всегда отличались трудолюбием, крепкой дружбой, сплоченностью, готовностью прийти на помощь в самый ответственный момент. Эти качества проявились не только в мирные дни, но и в суровые военные годы, когда Творчал стал центром сопротивления в Восточной Абхазии. Тысячи мирных жителей разрушенных и оккупированных сел нашли спасение в блокадном Творчале, который представил им крышу над головой, делился последним куском хлеба. Творчальцы вместе с другими бойцами Восточного фронта сделали все от них зависящее, чтобы приблизить долгожданный час освобождения. По существу Творчал стал символом мужества, стойкости и непреклонной воли к победе народа Абхазии. К сожалению, сейчас Творчал переживает тяжелые времена, что обусловлено жесткой блокадой, в результате которой остановились промышленные предприятия города, многие жители лишились работы. Однако я верю, что Творчал встанет на путь возрождения, так как его граждане, несмотря на трудности, остаются патриотами своего города и нашей родной Абхазии. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Президент Республики Абхазия Владислав Арзанбов. 4 мая 1997 года, город Сухум. Дорогие творчельцы, братья и сестры, сегодня здесь, в этом героическом городе, я от имени президента, как уже вам зачитывал, от имени парламента Республики Абхазия, правительства Республики и себя лично хочу пожелать вам мира, успехов и благополучия и поздравить вас с праздником 55-летия города Творчал. Ар
депутатша, акыры псуасысша, ажлық қатарныкша. Яка в Конституции абснахады ялтранзи азапан куйнару причины, абснаханкарра ахада Владислав Григорьевна Атунка. Айгларзы геродит кидала ялырсыз, абстыгла рейзерычы, перехайзол ацвара ацбелычы, адыпшаланы толбоевой. Яшарнахыз абснахкада в Конституции шакола им шарапарынок дара далагы. Валерий Шалвайпа Ересерей Айбедурыша Крацот Усхат Арта Юсджун Псоцас Хоза Патулю Кахцунаха Усицахос Аха Абак Хушша Дудза Хушша Дудза Аус Арайцаус Абриевую Пс Убаста Адзор Убастао Убас Псаршейласкас Абри и Хадегдзо Абрапсадула Хавай Абрат Схаратаху Абри Хацадук Ханнар Шацадук и Хацадук Хануилаки Ари Хадегдзо Мауи Истак Сарат Сиваку Ауи Ай Хабуки Юнапукебо Армар Авод Архера Ари Сархера Напус Сарат Сибхидзот Гук Псикала Абри Санасходус Ека Пхиалаты Хушукса Ганахила Валерий Михайлович Ямичных Ва Юзис Сравичтис Систахомский Роган Хайюс Шейс Бэха Варгеб Хайцот Хаусан Сисхуцу Хашча Арма Кукса Кадахида Эхаки Ямичных Ваду Ицвет Хушукса Апсна Епахцейшки Гар Ажлар Козаги Аяйраш Гейт Убряштах Амачас Хаштагулаги Хапсна Хинткарар Гулара Хаджу Яхя Нихо Бапсна Абря Нихаду Ялаху Шала Дала Визерла Яхзайко Ажларко Хатарнакча Хатырско Авизча Ажвеева Апсна Хинткарра Хада Владислав Григорьев Ардзенба Ажлар Хацко Дорогие соотечественники, дорогие наши гости, Яха Аква Апсны Хинткарра Хныкалакякуну Ахакуйт Раштачу Араха Пылуйт Аяйрам Шу Шуксдут Заканириханы Шачала Хакун Хара Ариамио Хентадза Гейш Хей Нархысну Хядуку Гнымгако Хайтара Яхгейт Тарьяхан Хнадзейт Егры Ага Хара Азуит Гилхакумлейт Харахагдзум Япшизгас Айбашра Яхаги
Псула, намысла, патула, хымя пагар, пейпш лашах зыпшуп. Анчаду и хишергуца хакухшуп, хай хаштрымха сгу янагод. Шнейбац апсурычкунша шардамта апсынра. Прошу наполнить бокалы и поднять тост за встречу, за этот день, за прекрасный день среди друзей, среди близких, людей, которые пришли поздравить президента Абхазии с избранием на высокий пост президента Республики Абхазия. За нашу сегодняшнюю встречу. Человек Аслан Алиевич Джаримов, наш любимый и уважаемый брат. Аслан Алиевич не только мастер спорта СССР по борьбе с самбо, он мастер спорта международного класса в политике и чемпион мира в дружбе. Аслан Алиевич, дорогой, успехов вам! Рады вас всегда видеть. В любом уголке Абхазии, любой от мала до велика, рад вас видеть и желать вам счастья, вам, Республике Адыгея, адыгейскому народу и всем, кто счастье собраться в том зале, где мы были, в этом зале, вот в таком составе. Я хочу подчеркнуть, именно вот в таком составе мы об этом мечтали давно. И это случилось потому, что абхазский народ Абхазии, ведомый своим президентом, отстоял свою свободу и независимость. Если бы это был у меня 100-й тост, я все равно бы сказал об этом и хочу предложить: за абхазский народ победитель, за президента победителя. Предоставляется вице-президенту Республики Абхазия Валерию Шалвовичу Аршпину. Дорогие братья, я чрезвычайно рад представленной мне возможности поздравить вас с Днем Республики. Позвольте мне от имени президента Республики Абхазия зачитать поздравительный адрес. Президенту Республики Адыгея Джаримову Аслану Алиевичу. Дорогой Аслан Алиевич, от имени народа и руководства Республики Абхазия сердечно поздравляю вас и народ братской Адыгеи с 75-летием автономии и 6-летием республики. За этот период народ Адыгеи достиг серьезных успехов в строительстве государственности. Трудно переоценить и ваш личный вклад в возрождение и укрепление государственности Адыгеи. Вы являетесь одним из инициаторов развития интеграционных процессов в регионе и в частности на Западном Кавказе.
В последнее время была создана правовая база взаимоотношений Адыгеи с братскими республиками. Недавно было заключено соглашение между парламентами Республики Адыгея и Республики Абхазия, что является важным шагом на пути расширения межпарламентской ассамблеи, в состав которой входят Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Адыгея. Нам предстоит большая совместная работа по наполнению реальным смыслом всех подписанных документов. Народы Абхазии и Адыгеи связывают кровные узы братства и общая историческая судьба. И только вместе они могут построить достойное будущее. От всей души желаю братскому народу Адыгеи мира, счастья и процветания. С глубоким уважением, Владислав Ардзинбе. Руководство Адыгеи неоднократно возвышало свой голос в защиту прав нашего народа, в отношении которого осуществляется, как вам известно, беспрецедентная блокада. Нам всем необходимо приложить максимум усилий для укрепления мира и развития сотрудничества на Кавказе. И первым пример такой должны показать наши народы, которых связывают кровные узы братства и общность исторической судьбы. В последнее время между Адыгеей и Абхазией была заложена правовая основа сотрудничества, заключены договор о дружбе и сотрудничестве и межпарламентское соглашение, подписание которого, по нашему мнению, открывает дорогу для вступления Абхазии в Межпарламентский совет, объединяющий братские республики Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Адыгею. Уважаемые друзья, нам надо сделать все возможное, чтобы сохранить единство, многовековую дружбу и братство наших народов. А это надежный источник созидания и благополучия. Только совместными усилиями мы можем превратить Кавказ в зону мира и процветания. И республики Западного Кавказа должны первыми сделать шаг в этом направлении. Еще раз, дорогие друзья, от всего сердца поздравляю братский народ Адыгеи с Днем Государственности. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, процветания и благополучия всем. У нас тоже есть скромный подарок, который я хочу вручить Аслану Алиевичу Джаримову. И от глубины души, от народа я хочу ему вручить. Я хотел бы особо подчеркнуть и особо поблагодарить Кондратенко Николая Игнатовича за ту огромную помощь, которую он оказывает народу и Республике Абхазия. Особенно, значит, вы знаете, Аслан Алиевич Джаримов и Кондратенко Николай Игнатович недавно были в Абхазии. Это для народа имеет большое значение, и поэтому мы всегда будем благодарны за его ежедневный такой, значит, труд, который направлен на то, чтобы как-то сделать, чтобы с Абхазии была снята блокада. Спасибо вам большое, Николай Игнатович. В этот день поздравить военных с открытием училища пришли вице-президент Республики Абхазия Валерий Аршба, премьер-министр Вячеслав Цукба, спикер парламента Сократ Джинджоля, руководители силовых министерств, общественность города. Товарищ вице-президент! Личный состав курсантов, командиров войсковых частей и офицеров аппарата Министерства обороны Республики Абхазия по случаю открытия Сухумского общевойскового командного училища построены. Первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Агрова.
Здравствуйте, товарищи! Вольно! Вольно! Товарищи военнослужащие, сегодня мы открываем военное училище. Мы не хотим воевать, мы не агрессоры, но мы должны быть всегда готовы для отражения любой агрессии против нашего народа и нашего государства. Я хочу, чтобы вы помнили всегда, пока мы едины, мы непобедимы. Враг, который в 1992 году пришел на нашу землю, хотел лишить нас исторической памяти. Своими звериными, агрессивными действиями хотел поставить наш народ на колени, уничтожить наш народ. Однако народ победил, отстоял свою свободу и независимость. Агрессия была подавлена ценой невосполнимых для нашего народа потерь. И сегодня мы должны помнить тех, кого нет рядом с нами, и чтить их память. После войны наше государство медленно, но уверенно идет к своей цели, к строительству демократического правового государства. Президент, руководство страны делает все и для строительства вооруженных сил республики. Товарищи военнослужащие, поздравляю вас с открытием общевойскового командного училища. Абзера шумазать, хачтве. Апсны жлары, апсны хунткарра хада, Владислав Григорьев Ардзенбе, рқанбе асалам душзазгейт. Дорогие братья, от имени народа и руководства Республики Абхазия приветствую всех участников и гостей 3-го Всемирного конгресса Абхазо-Абазинского Абаза народа. В настоящее время перед нами стоит много чрезвычайно важных задач, для расширения которых требуются совместные усилия всего нашего народа, как проживающего на исторической родине, так и за ее пределами. В целях разрешения ряда специфических проблем абхазо-абазинского абаза народа, таких как развитие языка и культуры, укрепление связи с диаспорой, возвращение на родину потомков махаджиров, обмен информацией и так далее, была создана Международная ассоциация абхазо-абазинского народа. В то же время абхазов, абазин и адыгов связывает кровное родство и общность исторической судьбы. Для других народов все мы носим славное имя черкесы. Именно поэтому Международная ассоциация абхазо-абазинского народа является частью Международной черкесской ассоциации. Необходимо, чтобы здесь, на Кавказе и за ее пределами, где проживает наша диаспора, мы выступали как неразделимое целое. Только так мы можем решить наши общие проблемы. Кортспилби Дунижлар бжарапе террористсер тархаз республика чепсо штаба ханпе Валерий Аршба афронтала бехар хартакна елдырга айташ хепну катакоркна атагла заша зейпшро. Апсныка яза террористсер тархазейчка ауснак заткой атагла заша яхушарарыто ахунткарра хады хатыпо езбейти. Харавайт ажлар зейге куэт всадила хачот вертяйзя хага хазик целик ахсат. Дарги غني قلق سخاء زواجي وبربيوب وبستني كحتان ذا نشيد كنتيج تنفو بس يشرب غني عبد يجرب ونشيد أبجي روم يلي تقوم نجد رمى بيكشوق إلا سنة برتبيراسي حزرح وبيكسبي عندكم Адунижлар бжарапе кыртве террористсер тархараза республика джейжирка авар тусба хархарта сиштер хойха эука хойдача юмшхам шрқум Усханак хоть хапхака аррат мчахар хорам шхак зей пшрахо анышек ургыла хоуге.
Абхазы, например, совершенно уверены, что Грузия готовит вторжение, и что это вторжение начнется вот-вот, на днях. Об этом говорил нам вице-президент Абхазии Валерий Аршба, который вышел на связь с нами из Сухуми. Это не только ощущения, а это реальные действия властей Грузии по крупномасштабной агрессии против Республики Абхазия. После окончания военных действий 1992-1993 годов Грузия не раз предпринимала такие попытки насильственным способом вернуть Абхазию в состав Грузии. И такие события произошли в октябре прошлого года в Кодорском ущелье, в верхней части, куда были введены международные террористы и вооруженные формирования. Была совершена агрессия, однако она провалилась. И сейчас Грузия готовит новый акт агрессии против Абхазии. Накануне Абхазия объявила ультиматум Грузии, требуя, чтобы войска Тбилиси были выведены. В Грузии отреагировали таким образом, что если абхазы попробуют ввести тяжелую технику в ущелье, ответ будет очень жестким. Не боитесь ли вы новой грузино-абхазской войны? 2 апреля было подписано соглашение между Грузией и Абхазией, по которому грузинская сторона обязалась до 10 апреля вывести вооруженные формирования Министерства обороны с Кодорского ущелья. Однако, как это не раз бывало, Грузия опять сорвала это соглашение. Мы требуем от грузинской стороны выполнить соглашение. Мы ждем от международных наблюдателей, от КСПМ СНГ принятия решительных мер по принуждению Грузии по выполнению данного соглашения. Но зато мы оставляем за собой право принять любые действия по защите нашего народа. Как вы полагаете, вот в пятницу российские миротворцы высадились в Верхнем Кодоре. Они нарушили при этом свой мандат, как это утверждает Тбилиси? Совершенно четко могу заявить, что российские миротворцы выполняли мандат. И действительно, для того, чтобы международные наблюдатели могли проводить мониторинг, чтобы обеспечить их безопасность, необходимо было открыть в Верхнем Кодорском ущелье Важара наблюдательный пункт с той целью, чтобы обеспечить безопасность международных наблюдателей. Однако грузинское руководство подняло, естественно, шумиху для того, чтобы они не обнаружили вооруженных людей в Верхнем Кодорском ущелье. Но, как заявили руководство миротворческих сил, действительно Грузия не выполнила соглашение, там находятся вооруженные люди. Валерий Аршба говорит, что российские миротворцы очень не кстати для грузинских властей оказались в Верхнем Кодоре в минувшую пятницу. Спугнули, потревожили, увидели то, что скрывалось. Раԥхьа ажәа иаҳҭоит Аԥсны аҳәынҭқарра ахада ихаҭыԥуаҩ Валерий Аршба. Цыпх имефган, брешер зипша, наука, практика, конференция. Убриана бра хейто зиги убриялахон, дара юклет яштахи брошюра и что-то зезгна, и хя бас вытахкит, бра хайзена, дасу яжох по конференции они хази брошюры иные, хажвар анзина агарцезе. Тема моя называется «Победа народа Абхазии в Отечественной войне как фактор становления независимого государства Республики Абхазия». Да, Рада Цхрайт университет. Валерий Сымши Дазчумхан университета проблема. Я хаб Апсу бызшя а компьютер технология ко рыларцара з абра а проект штахкит. Борис Джонова далан, Владимир Косланзия далан, Виктор Маланзия, нас Санкт-Петербург, да, это профессор, Казанин, да, это профессор. Валерий Ян, убысхан убра администрация Комануусанеевоз, Яра Иден, Абри Апсуа, Безше Арчера, значит, комиссия Ахантуйра. И Сымша, Амзан Транза, Яхто,
Парука абри проекта Захани Самши Хаун. أبزر في زقلات يخد بيا نحد وعنيه زاجلر أبسوا البايت خبردا بالكاري أديجي جلر رشقوي أجا فرخاتا Баграт Василий Пащенкова ира пшине жешкуса қыцыра азгвахта дехя. Пшине жешкуса наюсан. А дунезик зыр хачхаджыз. А революция амшква рани қалайда шахтыс гдугги. Закиши жиб шуксарзухан дид Баграт Василий Пащенкова. Абреш голос от Черстахов до Чахтесаги. Закиши Шине Вишбашук Сеза СССР депутатша Рал Храчна Акала Кекна Урысшала Акыртква и Виника Дерцетабас. А депутат Рахьялхыз Апсуа Рычкун Шазигрец Бахванырха Цака убасят царевит. Не голосуйте за них. Все они багратисты. Ари баши рюма, баши каламари, мап, орти бзе нирдырван, апсва, раби параква, кымка вибамква, Баграт Василий Пащенкова вим такурылы шаадзыз. Вай хон, апсназыха на кыртку ирхоз шашамыз. Апсны, апсва идгил шакуз. Атырску Баграт Василий Па. Сарагук псыкала. Шедеш на холод. Эхапи, шнуха дудза. Ишзегас шод. Агвабзера и тах агвабзера. Вожись Тахуб, Апснахун Ткарра Хада, Владислав Григорий Парзенба, Ших Залыхайцаз, одну холодшко Сишзапхерц. Хатыр Ску Баграт Василий Па. Псабарала, Доухала, Абаюхатра Сирзлана, Анчаишез, Апсва, Ажа Малы Кявар, Рызнагара Хенца Сизитаз. Яхе ужлар вара и узугду. Ужлар дохаду апсвара. Псрат зразкум абака азургылайт. Апсважа. Аныхахпа. Ахраша. Ацинчарах. Ахахуиса. Уха. Рейпшико имтаква рапцара улшайт. Важен ралаква ирвизахайт. Яхе насып умов. Хазшаз анчаду, апсва хайта зидгил, апсны, яхапаз амтачга ахнагай. Апстаза рачас излагаз вахану. Уажлари варей, айнулар амя шанылай. Ахапы, итача хазабрыскил, итгара шалахай. Апсва, хакуитре,
рхиԥшымрақәеи ирхагыло Аԥсны абираҟ шәаҵагылоуп. Аԥсуаа ҳәынҭқарра ашьақәыргылара шәацхраауеит. Ахра иалиааз аҵла иаҩызоуп уҳәоит Аԥсны. Уи аҵла дацқәа зырӷәӷәо, иаззырҳауа, изыршәҭуа уреиуоуп уара. Аԥсуа дыгажәларқәа реидгылара, ракзаара, гәахәтәыс иуман, иахьа уи угәахәтәы анаӡара иаҿуп. Зҿаҳәатәы ҟало аӡә еиԥш ҳаухәаԥшуеит ҳаргьы. Сынтәа ԥшьынҩажәа шықәса ухыҵит. Макьана аԥсуақәра абжоуп узҭысхьоу. По поручению первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Арценба вручение производит экс-вице-президент Валерий Шалович Аршба. Этот прекрасный день признания нашей республики как независимого государства мы посвятим тем, кто не дожил до этой славной победы, кто умер, кто погиб. Я хочу сказать огромное спасибо матерям, поклониться им за то, что они воспитали детей, принесшие нам эту независимость. Слава вам и слава тем, кого мы не дождались. Сегодня вся Абхазия празднует. У нас есть на это повод. Мы заслужили с вами эту большую победу. Мы заслужили ее по праву, поскольку наш народ, наша нация, люди, живущие в Абхазии, всегда имели свою государственность. И вековая мечта нашего народа сегодня претворена в жизнь. Это ваша заслуга. Это заслуга старших поколений. Это заслуга тех, кто возглавлял национально-освободительные движения. Самое главное, я хочу вам сказать, у нас очень сложная дорога впереди. Это международное признание. Сделан только первый шаг. Дальнейшую судьбу Абхазии мы, конечно, передадим в руки вас, молодежи. Вы должны ее претворять. Вы сделаете ее процветающей. Я вас от души поздравляю. Спасибо, что вы есть. От имени своих друзей. Сегодня день должен стать переломным в жизни нашей нации, нашего народа. Сегодня день, когда во главу угла, чтобы сохранить нашу государственную независимость, должен быть самый главный вопрос решен. Вопрос единства нашего народа. Будучи единым, мы победили в войне, будем едиными, победим в мире. Я вот на этом тяжелом пути вам желаю счастья и благополучия.
память, сынок. Вот так. Потихонечку. Очень плохо, когда дети уходят раньше родителей. Самое хорошее было бы, если родители, они хоронили бы, ну, жизнь так сложилась, к сожалению. Здесь похоронены моя бабушка, мой дедушка, мой отец, моя мать, мои братья, мой дядя. И вот, к нашему великому сожалению, мой младший сын. Так. Жизнь мы остановить не можем. Жизнь продолжается. Живем, думая о тех, кто жив. Ну и не забываем тех, кто ушел.